вот сюда, в это помещение, мы переехали только в 92 году, а театр наш, как бы официально, театр «Фантастическая реальность», его презентация состоялась 5 декабря 1990 года на сцене Бабушкина 4 облсовпрофа. Этот театр был создан при двух организациях-учредителях. Это как раз же городской отдел культуры, где было 2 ставки, и Центр народного творчества, который возглавляла Привалова Валентина Ивановна. И у них была 1 ставка. И вот объединив эти ставки, у нас получалось 3 ставки, такой вот театр. И тогда этот театр возглавил Клепиков Юрий Васильевич, который в то время уже преподавал в училище культуры, а до этого по распределению после Пермского института культуры приехал и трудился вместе со своей супругой в Эжинском районе во Дворце культуры Бумажника. Кстати, я тоже родилась в Сыктывкаре, но 16 лет своей жизни осознанно прожила в Эже. И странно так получилось, что мы с Юрой Клепиковым пересеклись там тогда. Но вот я в его коллектив там, когда у него он был, я туда почему-то вот не вписалась. Вот что-то меня прямо вот оттуда как-то вот вытащило. Но с ним мы как-то вот друг за друга там странно зацепились, я так думаю. Потому что через какое-то время, когда я поступила в училище культуры, а я хочу сказать, что тогда это было, я не хочу хвастаться, но это так звезды сошлись, понимаете. В этот момент в драматический театр приезжает Цёрдиков Александр Михайлович и набирает курс в училище культуры, да, то есть и я попадаю на этот курс. То есть, как бы, не думая, на самом деле, я всегда мечтала быть актрисой. Ну, это, вот, знаете, как все девочки, ой, актриса. У меня сестра выписывала эти журналы, «Советский экран», театр. Каких только журналов не было. Ведь все, кто помнит советские времена, сколько газет и журналов мы выписывали, как много мы читали, да? Вот, поэтому вот этот образ вот этой профессии, он был очень поэтичный, он невероятно был притягательный. Поэтому я совершенно не задумываюсь, хотя мама говорила: Лариса, пединститут, там что-то пединститут. Я, не задумываясь, пошла и поступила туда, и оказалась вот просто рядом с человеком, который мне первый, это вот первый учитель, да, вот раз, и ты встречаешь учителя. Это Цёрдиков Александр Михайлович, это по сценической речи, и не только, я вот говорю по сценической речи, это такой узкий луч, это вообще учитель жизни Клейн Александр Соломонович. Это просто невероятный человек, это такой, нет, да. И вот эти люди, понимаете, вот они вселили в меня что-то такое, что вот театр стал просто тем, без чего ты не можешь жить, да? И да, говорить я люблю. Может, попрыгаем, чтобы согреться? Первый спектакль, который поставили в театре «Фантастическая реальность», Юра Клепиков его поставил на сцене облсовпрофа. Это была сценическая адаптация повести Гоголя «Шинель». Играл тогда Толик Федоренко. Тот, который... Да, тот самый Толик Федоренко, который потом вместе с Юрой на пару закончили они ГИТИС. И Юра пошел по своей вот режиссерской стезе профессионально, а Толик по актерской. Сейчас они, кстати, работают вместе, и Юра, и Толик, то есть вот их жизнь так как-то разводила, сводила, потом опять разводила, а сейчас они вместе у Армена Борисовича Джигарханяна в его театре счастливо работают. Вот. Это был спектакль «Шинель», там была куча народу занята, как ни странно.
Сценография была очень простая, в пустом черном космическом пространстве была сделана такая сетчатая колба, внутри которой стояла белая такая скамейка, на которой лежал этот бедный несчастный Акакий Акакиевич. И вокруг него творилась какая-то фантасмагория. То появлялись какие-то проститутки под Щедрина, Кармен Сюита, то была какая-то безумная сцена бала, где наверху на антресолях где-то стояла старуха, хохотала над ним, бросала в него какие-то огрызки. То есть это все было так, знаете, сделано невероятно. Я помню, на самом деле, как участник этого спектакля, я помню тоже, на всю жизнь запомню эту овацию, которую устроили зрители в зале. И мы тоже тогда победили на всесоюзном фестивале, который проходил в Архангельске. Потом мы сделали «Ехай» и «Чудную бабу» по пьесам Нины Садур. И там вот тоже играла я, Толик Федоренко, и еще был Дима Гоголин, который сейчас работает в Санкт-Петербурге в театре «Приют комедиант». То есть как-то вот все равно все как-то по театру мы. Вот. А потом мы съездили в Туапсе на всесоюзный тоже фестиваль, и после этого Юра, конечно, задумался о том, когда успех идет за успехом. Я помню, как мы улетали на самолете из Туапсе, и у меня просто был вот такой вот букет роз. У меня было ощущение эйфории, счастья. Я думала, что вся моя жизнь будет как этот огромный пестрый букет. Но я помню этот день. Мы сидели на скамеечке в Эжве. Проходил поезд мимо товарный недалеко от железной дороги. Юра мне сказал: Лариса, я поступил в ГИТИС, и со мной вместе поступил Толик. И вот этот момент, он, наверное, как-то стал для меня каким-то отправным, потому что я поняла, что я не хочу это терять. То есть вот это я отпустить не могу. И вместе со своей подругой, которая тоже уже как бы присоединилась к нашему коллективу тогда, мы поступили в Пермский институт культуры заочно на режиссерское отделение. Вот. Про театр. Ну все, тут я не знаю, вопросы задавайте. Что тут? Тут много театр. Чего было. Тут были сделаны отличные спектакли. «Пиковая дама». Грандиозный спектакль, который, мне кажется, один из самых моих любимых. Спектакль, где я поняла, что театр это не просто что-то вот такое вот сделал, поставил, показал. Это абсолютно мистическая вещь. Она абсолютно не случайна во всех своих проявлениях. И это очень опасный на самом деле инструмент воздействия, это надо понимать. Я понимаю, почему чиновники всегда так насторожены, агрессивны, и у них это больная тема, потому что мы для них до сих пор больная тема. Желание нас закрыть, уничтожить, зачистить, оно не проходит у них с годами, к сожалению. Но вот именно на «Пиковой даме» мистицизм театра дал о себе знать. Я сидела тогда в кресле, я смотрела этот генеральный прогон и думала: Господи, как хорошо, вот они сейчас вышли и сыграли для меня. Вот просто что-то невероятное. Это такое счастье, не знаю. Вот. Не знаю, его надо, наверное, самому пережить, чтобы почувствовать, что это такое. А почему Макбет не Шекспира, а Ионеско? А как-то потянуло меня на Ионеско, я влюбилась в него Театр абсурда вообще, да? Да, после да? пьесы «Стулья». Мы поставили «Стулья». И... Это театр абсурда для тех, кто... Да, вот сейчас, например, этот спектакль вообще невозможен в нашей стране, потому что там есть две ключевые фразы, за которые придется отбиваться. Это «Да здравствует император» и «Прощай Бог». Тем более надо ставить.
Да, Сейчас же все поэтому, можно бывает. скажем, у Ионеско Макбет, он более сатиричный, это такая выжимка, это уже смех сквозь слезы. Если у Шекспира это космическая трагедия, да, то у Ионеско это слепок с нас всех. Вот, наверное, в этом разница. А где сейчас театр? Сейчас это была вторая база театра. Мы сначала были на Бабушкина 4, потом нас оттуда пододвинули. И я на самом деле понимаю, почему это произошло, потому что туда туда пришла Светлана Евгеньевна Горчакова, которая, хлопнув дверью драматического театра, вышла в никуда, естественно, у Приваловой Валентины Ивановны. Если бы был Юра, наверное, бы этого не произошло, но я, еще не имея образования, конечно, не смогла его защитить. И нас отправили сюда. Мы выжили из этого подвала все, что могли. Все, что могли. Мы сделали тут зал. Тут было 47 зрительских мест. Билеты были проданы всегда вообще задолго до. И мы показывали здесь спектакли вплоть до 2000 года.